Дни Коми в Москве завершились грандиозным гала-концертом на новой сцене Большого театра. Выступили ведущие, профессиональные творческие коллективы и мастера искусств республики и России. Ансамбль песни и танца «Асьякы», «Зарни-Йоль», артисты театра оперы и балета республики и Академического театра драмы имени Виктора Савина. А еще уроженцы республики, солист Метрополитен-оперы Алексей Лавров и солистка Большого театра Ольга Селиверстова. Исполнила свои номера и академический дважды краснознаменный ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Участников и зрителей приветствовал глава республики Владимир Уйба. Он поблагодарил Министерство культуры Российской Федерации и власти Москвы за помощь в организации и проведении Дней Республики Коми, посвященных столетию региона, а москвичей за радушный и теплый прием. Столетие нашего региона – это знаменательное событие, которым мы делимся с каждым жителем нашей необъятной страны. Мы очень рады видеть на нашем мероприятии ветеранов, тех, кто свой опыт, свою жизнь, свою молодость поставили на строительство и возрождение республики, на открытие и создание ее индустриальных центров. Я сегодня хочу от всей души поблагодарить президента России Владимира Владимировича Путина, председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина, наших замечательных индустриальных партнеров, наших коллег, наших товарищей и руководителей федеральных органов исполнительной власти. А в свою очередь первый замруководителя аппарата правительства России, председатель оргкомитета по подготовке и проведению столетия образования Коми Валерий Сидоренко пожелал региону процветания и развития и зачитал приветствие председателя правительства России Михаила Мишустина. Республика демонстрирует динамический рост, реализует масштабные проекты в топливно-энергетическом и горнорудном комплексах. Лесные ресурсы являются уникальным природным потенциалом, который имеет большое экологическое, сырьевое, экономическое и социальное значение. Играет особую роль в развитии региона. Важно, что в настоящее время здесь создаются благоприятные условия для инвесторов, ведется активная работа по строительству современной инфраструктуры. Бережно сохраняется самобытность культур, традиций и языка. Поздравления пришли от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Направил их и полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Сам концерт состоял из 3 тематических эпизодов, пролога и финала. Важная роль в нем была отведена видеопроекционным инсталляциям, рассказывающим о богатстве природы республики, культурном наследии, а также творчестве современных художников Коми. Напомним, целых 9 дней жители и гости столицы знакомились с культурой и традициями Коми народа.